прошлого года. Любопытная статистика. В прошлом году произошло 1095 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 101 человек, и 1500, такая круглая цифра, получили ранения различной степени тяжести. Что интересно и что хотел бы сразу отметить, это резкое снижение количества погибших ДТП граждан. За всю историю статистических наблюдений такая цифра, она достигнута впервые. И дальше, Сан Саныч, продолжите, пожалуйста. Вот обратите внимание, вот это красный график, это количество погибших с разбивкой по годам, а синий график это план, скажем так, да, снижения тяжести последствий ДТП, который предлагается Министерством внутренних дел Российской Федерации. Предполагается, что вот к 2020 году мы должны иметь, в соответствии с федеральной целевой программой, не более 95 человек погибших. Ну, соответственно, мы идем, как видно по графику, со значительным опережением, и достигнутый в этом году показатель соответствует предполагаемому показателю 2019 года. С чем это связано, да, мы тоже задумывались над этой темой, такая довольно философская, но понятно, что в нашей службе всегда присутствует какой-то, наверное, форс-мажор, какие-то события, не зависящие от граждан, от водителей, какие-то природные, в том числе, явления, сложная климатическая зона у нас в Республике Коми, поэтому свои коррективы вносит, конечно же, и погода. Но, тем не менее, все-таки я считаю, что по большей части это заслуга сотрудников, в первую очередь, это заслуга инспекторов, стоящих на дороге. Это значительная профилактическая работа, это пропаганда безопасности дорожного движения и, конечно, автоматическая фиксация административных правонарушений, которая вышла совершенно на новый уровень. И немножко позже мы еще о ней поговорим. Я расскажу вам, какие планы у нас есть на текущие и последующие годы в плане развития именно Центра фиксации административных правонарушений. Ну, основными видами ДТП являются столкновения, их из общего количества 401 зарегистрированы. На втором месте это наезды на пешеходов. К сожалению, этот вид ДТП, как правило, сопровождается довольно тяжкими последствиями, как правило, для пешеходов. Ну и на третьем месте это опрокидывание. В общем, такая развесовка, она довольно традиционна, наверное, для нас. Поэтому никаких значительных изменений нет, если не считать, что наезды на пешеходов немножко снизились. Но связано это, конечно, с профилактической работой, да, ну и исходя из того, что я уже сказал вам, что некоторое снижение все-таки аварийности у нас наблюдается. Такое снижение, в общем-то, и по ДТП с пешеходами. Вообще, если говорить о состоянии аварийности за последние годы, то, слава богу, наверное, да, у нас наметилась такая все-таки стабильная тенденция к снижению состояния аварийности. Почему меня это так радует? Потому что, ну, все-таки, как бы мы не хотели, да, мы ежегодно пополняем автопарк, ну, не мы в частности, да, а республика, автопарк республики ежегодно увеличивается, что-то порядка, если я не прав, Тимур Амирович, меня поправьте, на 8 тысяч, по-моему, единиц ежегодно увеличивается автопарк республики. Это с учетом тех машин, которые снимаются, утилизируются, разбиваются и так далее, да, и те машины, которые приобретаются и вновь ставятся на учет. Автопарк растет количество молодых водителей, автошколы переполнены, автошкол довольно много, поэтому потенциальных участников ДТП их становится все больше, да, то есть количество водителей увеличивается, соответственно, возможность попасть в ДТП тоже увеличивается. Но в то же время мы проводим довольно серьезную работу по наведению порядка в содержании дорог, и в этом году, вернее, в прошлом году, да, мы о прошлом году говорим, мы в прошлом году уделили серьезное внимание разбору на местах ДТП и выявлению именно неудовлетворительных дорожных условий. И довольно претензионно сотрудники ГИБДД и сотрудники дорожного надзора относятся к дорожным условиям на местах ДТП и разбираются буквально по косточкам. Каждое ДТП, каждый установленный дорожный знак, состояние дорожного полотна, обработка его, светофоры, освещение и так далее.
На все это обращается внимание. Раньше к этому как-то более спокойно мы относились. Ну, наверное, неправильно, да. Сейчас это особенно крупные города, столицы, безусловно. Это во главе угла стоит, и эта работа проводится. И, к счастью, мы находим отклики среди руководителей администрации. Они довольно охотно идут нам навстречу, но, к сожалению, в пределах тех бюджетных средств, которыми они располагают, которые зачастую не могут покрыть наших потребностей. Да? Большая работа проведена на пешеходных переходах, особенно вблизи дошкольных, школьных учебных заведений. Вы это тоже можете видеть и в столице, и даже в небольших районах. Эта работа проводится, пешеходные переходы приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ. Не везде они у нас соответствуют, но опять же все упирается традиционно уже, наверное, у нас в России, да, в финансовый вопрос. Не всегда мы можем привести, но те мероприятия, которые не связаны с большим расходованием денежных средств, они проведены на абсолютном большинстве пешеходных переходов. Ну, соответственно, те светофоры Т7, да, если говорить о них, довольно затратное такое мероприятие, их покупка, установка, подключение и содержание в том числе. Не каждый муниципалитет себе может это, к сожалению, пока позволить, но эта работа ведется планомерно. У нас есть определенный план доведения всех пешеходных переходов до состояния соответствующего ГОСТу. Я думаю, что со временем все-таки мы когда-нибудь, я надеюсь, скажем, что все пешеходные переходы у нас в республике переведены. Эта работа ведется.